Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерца ў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку. На хвалях Радыё Беларусь. Вітаю аматараў вандровак на хвалях Міжнароднага радыё Беларусь. З вами Вікторыя Пяткевіч. Акурат зараз я запрашаю вас у падарожжа па беларускім краі. Сябры, сёння мы завітаем у Іўе. У гэтым каларытным горадзе мы не ўпершыню. Падчас нашых вандровак мы ўжо пазнаёміліся з мясцовым і унікальным музеем нацыянальных культур і яго дырэктарам Кацярынай Маскалевіч. Разам мы вандравалі па вуліцы шматнацыянальнага і шматканфесійнага Іўе. Зараз жа прапаную уважліва прыгледзецца да артэфактаў, якія знаходзяцца ў экспазіцыі. Адна з яе частак прысвечана мясцовым татарам. Невыпадкова Іўе называюць татарскай сталіцай Беларусі. Мясцовыя татары любяць завітваць у музей, каб пабыць у, так бы мовіць, сваім пакоі. Сярод наведвальнікаў і ураджэнец Іўеўскага раёна, муфты мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь Абу Бекір Шабанович, адзначае дырэктар Музея нацыянальных культур Кацярына Маскалевіч. Вообще первое упоминание татар, мусульман на великокняжеской службе относится к 1319 году, а первое поселение к 1397 году. Соответственно, они связаны с Гедемином и Витовтом, соответственно. И наши иевские татары, они считают, что именно великий князь Батальд Витольд Витовт даровал им землю, Муравщизну, этот район называется, на которой они поселились. Но, в принципе, в современности наши татары, они компактно и проживают вот именно в этом районе. Улица Ленина, улица Дружбы, они там проживают. Что у нас в экспозиции можно посмотреть? Во-первых, это духовная литература наших мусульман. Для нас это очень ценные вещи, это аутентичные вещи, причем это иевских татар, местная аутентика, то есть это они нам передали на хранение эти вещи. Например, вот Коран, 1902 год, тоже местная аутентика. А заслуживают внимания предметы под номером 2 и 3, это хамаилы. Вы видите, что вот третий хамаил, видно, что он использовался. Прям вот отпечаток времени на нем есть. Это рукописная книжица. Это сборник молитв, каких-то обрядов. Там могут записываться какая-то определенная молитва для того, чтобы для лечения болезни какой-то или праздник какой-то, обряд может быть расписан. И это такая карманная книжица, хамаилы. Тасбих, мусульманские четки. Чуть дальше это грамотка и ляги. Это тоже удивительные предметы. Это тоже наши местные предметы. Что такое грамотка? Это сверточек молитвы, такой своеобразный ахоны оберег, так скажем, да. А ляги — это удивительный документ 1892 года, который выдавался лучшим ученикам после окончания вот этой татарской мусульманской школы. То есть чему они там учились? Каким-то основам религии, языку. Ну, наши татары-мусульмане, они утратили свой язык. То есть, придя на эту территорию, они ассимилировались, но для того, чтобы сохранить свою религию, они записывали белорусские и польские тексты арабской графикой. Поэтому вот в белорусской культуре есть такое удивительное явление, как белорусский текст записан арабской графикой. Кстати, у нас в музее вы можете это прямо вот лицезреть. Вот этот большой документ, это называется теджвид или таджвид, выписка с таджвида. Памятка, так скажем, как правильно, грамотно читать Коран. Она написана разноцветными чернилами. И это связано как раз-таки с языками. То есть текст основной, например, идет на белорусском языке, чтобы просто не запутаться, что это за слово. А когда к нам приезжал Михаил Тарелка, он рассчитывал нам, что здесь записано. Рассчитывал нам и таджвид, и что-то из хамаила нам читал. Ну, то есть это было очень интересно. И когда к нам приходит Адам Сулейманович, он тоже нам рассчитывает определенные вещи. Например, мугиры нам читает. Все, что мы попросим, нам могут рассчитать. Благо, что мусульмане у нас в городе есть. Ритуальная одежда имама, мулы, феска и джубы также представлена у нас в музее. И вот вы видите шпиль с минарета Ивевской мечети. С
Спасибо нашим татарам, они, когда делали ремонт, они сохранили в начале 20 века. Был сохранен часть вот этого шпиля, она у нас представлена в экспозиции. Окошко, соответственно, тоже из нашей мечети. Это все тоже аутентичные местные вещи. То есть не какой-нибудь там муляж или что-то в этом роде, а это местная аутентика, как и подсвечники, потому что раньше молились при свечах, не было проведено электричество. А Бубик Кирюхянович Шабанович, муфтий Республики Беларусь, он выходец из Иви, он наш местный. Вот, кстати, этот красный Коран под номером 1 – это подарок Абубекира Юхьяновича. И вообще он много нам вещей подарил. Вот, например, костюмы традиционной художественной самодеятельности, то есть это не традиционная одежда мусульман, это просто самодеятельность. Вообще их одежда, образ жизни и быт, в принципе, от христианского мало чем отличается. Определенными вещами, конечно, религия, какие-то продукты, может быть, какие-то традиционные блюда, та же гальма. Это очень вкусный продукт, наши татары нам его иногда приносят. У нашего города есть город-побратим Азнакаево в Татарстане, и в экспозиции также представлены подарки от нашего города-побратима. Ну вот эта стена с фотографиями, которую вы видите, она у местного населения тоже вызывает огромный интерес, потому что на ней можно найти себя, это раз, своих родных, там, друзей, знакомых, близких. Кто-то вот находит себя маленьким под елкой с Дедом Морозом. К нам пришел ивевский местный татарин. Они, когда приходят в музей, они говорят: мы хотим посмотреть наш зал. То есть нашу комнату, наш зал. Так вот, они, когда приходят в экспозицию, надолго останавливаются возле стены и... Ну вот мужчина нашел себя, говорит: о, это я маленький. И потом стоят, вспоминают, где, кто на фотографиях изображен, и различные истории нам тоже рассказывают. Вот история этой фотографии свадебной, она тоже удивительная. Нам на почту пришло письмо из Америки с просьбой рассказать, кто же нам эту фотографию передал в музей, откуда она у нас, потому что на ней изображена свадьба дедушки вот этого человека, который нам написал. Он говорит: у меня, получается, где-то в Иве есть какие-то люди близкие, может быть, даже родственники, у которых сохранилась эта фотография. Такие вот удивительные вещи происходят в нашем музее. Падарожнічайце з радыё Беларусь. Працягваем нашу вандроўку па Іўю. Не так даўно Іўюскі музей нацыянальных культур сабраў лідараў іўдаізму, прадстаўнікоў яўрэйскіх абшчын. Сустрэча адбылася з чаканай нагоды. Урачыста быў адкрыты так званы яўрэйскі зал. Там адноўлены побыт Іўя пачатку 20-го стагоддзя. Менавіта тады яўрэйскае насельніцтва дамінавала. Таксама там прадстаўлены каштоўныя артэфакты. У пэўны час Іўя нават называлі беларускім Іерусалімам, распавядае дырэктар музея Кацярына Маскалевіч. Посмотрев христиан и мусульман, чего не хватает? Не хватает иудейской культуры. Привлекает внимание какие-то определенные вещи. Экспозиция построена не в классическом стиле витринном. Да, витрины присутствуют, но все равно это необычный зал. Мы специально отказались от этого решения. И вот эта диорама Иуя на Бернардинской улице, она особо влечет посетителей, потому что вот уходишь туда, в город, идешь по улице, чувствуешь себя, и даже если включить воображение, ты уже слышишь музыку где-то там, может быть звук швейной машинки, может быть запах булочек там в еврейской пекарне. Здесь вот домик, это цирульня, а здесь сцена шаббата, жена ждет домой мужа в святую субботу, вот уже вечер пятницы. То есть, ну, все таким вот образом сделано. И причем вот сюда можно зайти в окошко и заглянуть. Это специально сделано для того, мы как бы подсматриваем за этой жизнью, что же вот происходило, как это все происходило в начале 20 века, когда наше Ивье еще было еврейским местечком, и 70% населения были евреями. И сейчас, когда пройдешь по улицам города, вот эта местечковость, она, слава богу, еще сохранилась. И можно вот это почувствовать по застройке. Вот вы когда идете по этой улице, дома вдоль дороги, они еврейские. Они с такими мансардочками, с пристроечками. Из некоторых со второго этажа еще торчат рельсы, потому что дом использовался и как дом, и как лавка, и как мастерская, и как склад. И вот эти рельсы — это своеобразная лебедка. Товар спускался вниз, вверх.
Это мураванная застройка, Это что мураванная, важно, да? конечно. Наша Ивия в 1929 году горела, и вот большая часть этой застройки — это 1929 год. Она сохранилась по сей день, и она отличается. Она отличается от других домиков. Видно невооруженным глазом, что это именно еврейский домик. У них все по-другому построено. И это придает нашему городу особый колорит. Когда к нам приезжают израильтяне, это всегда какая-то новая, удивительная история. И всегда она каким-то образом связана с Ивьем, с нашим городом, потому что приводит их к нам Тамара Моисеевна Бородач, кощер в девичестве. Это уроженка нашего города. Она была педагогом, она была директором Липнишковской школы. Сейчас она живет в Израиле, в Нетании. Но Тамара Моисеевна является руководителем международного проекта «Корни». Чем она занимается? Она собирает евреев по всему миру, из Америки, из Австралии, отовсюду, и привозит их сюда, на белорусскую землю. Естественно, евреи, у которых корни вот отсюда. То есть это Новогрудок, это обязательно Ивия. Причем она находит такие семьи, которые каким-то образом именно связаны с нашим городом. Они привозят документы, фотографии, они привозят истории. И вот эта вот история, которую они привезли, она просто не имеет цены, то, что они привозят. Пример такой. Было впервые за 80 лет бат мицва Мики Арат, это внучка Тамары Моисеевны Бородач. Это было удивительное мероприятие. То есть на нем были и православные, и католики. Ксенц пришел на это мероприятие. То есть еще раз подчеркивает дружбу между нами всеми. Это религиозное совершеннолетие еврейской девочки. Мики 12 лет уже. И она как бы уже ответственна за свои поступки и действия. И проходило у нас это в еврейском зале. Приезжал раввин из Минска, Григорий Абрамович. Собралась вся семья Тамары Моисеевны, Америка, Израиль, Австралия, Россия, Литва, Латвия, Беларусь, естественно. Пришли местные жители. Это было мощно. Мурашки по коже бегали. Это было очень эмоционально. Поскольку такого у нас в Иве не было уже 80 лет, 2524 еврея захоронены в Стоневичах. И наше еврейство, еврейская вот эта история, она закончилась в 42-м. Больше бат-мицвы не было у нас в Иве. И вот это название сыграло большую роль. Впервые за 80 лет был произведен фурор, конечно, в социальных сетях. Фотографии, съемки проходили. Это было очень трогательно. Падарожнічайце з радыё Беларусь. Іўе горад шматнацыянальны, і сярод гасцей гэтай мясцовасці сустрэнеш людзей з розных куткоў свету. Пра гэта сведчыць кніга водгукаў у музеі нацыянальных культур, кажа дырэктар установы Кацярына Маскалевич. Вот недавно у нас была делегация из Турции. Перед ними была госпожа консул Французской республики у нас в Иве. Не говоря уже о том, что израильтяне к нам прилетают. То есть мы не только мультикультурный город и музей, но и по посетителям. То есть наша книга отзывов, она исписана самыми различными языками, графикой самой различной. На турецком, на испанском, на английском, ну, это само собой разумеется. Иврит. Иврит там очень часто проскакивает. Официальные гости нас посещают, что нам, кстати, делает честь, как мне кажется, потому что мы молодой музей, но тем не менее, куда бы вот я ни приехала, на любой семинар, может быть, какую-то лекцию, конференцию, когда происходит знакомство, вы откуда? Я из Иви. У вас там в Иви музей есть такой интересный? Я говорю, да, вы представляете, вот я еще и руковожу этим музеем. То есть сразу какой-то контакт происходит, и это очень радует, что о нашем музее знают в республике. Куда бы я ни приехала, везде о нем знают, о нашем музее. И коллеги из Германии. Наш музей участвует в музейной региональной академии, проекте белорусского икома и Института Гёте в Минске при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии. И рассказывала я о нашем музее, и коллеги из Германии мне так и сказали: вы знаете, Катерина, у вашего музея большое будущее. Они здесь никогда не были, но посредством рассказа, посредством каких-то слайдов, изображений, они сделали такой вывод, но тоже заслуживает, мне кажется, внимания. И немножко можно этим гордиться даже. Падарожнічайце з радыё Беларусь.
Сябры, сёння мы блукалі па музейных лабірынтах у Іўеўскім музеі нацыянальных культур. Наогул, прыехаўшы сюды, варта пашукаць сведчанні розных культур у мясцовай архітэктуры. Гэта і гарадская застройка на цэнтральных вуліцах, і культавыя пабудовы, і нават агромністыя цяпліцы. Пазнаёмцеся з насельнікамі гэтай мясцовасці і, канешне, не прамініце адзіны ў Беларусі музей нацыянальных культур. Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерцаў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку. На хвалях Радыё Беларусь.